За несколько недель до того, как власть окончательно ускользнула из рук старой партийной элиты, в одном из служебных кабинетов Фрунзе состоялась встреча, о которой не осталось официальных записей. Абсамат Масалиев, первый секретарь Компартии Киргизии, человек, который управлял республикой больше 4 лет, разговаривал с тем, кто вскоре займет его место. Оскар Акаев, тогда еще президент Академии наук, выглядел как воплощение прогресса. Физик, ученый, человек новой формации, который обещал освободить Киргизию от партийного застоя. Масалиев смотрел на него и видел то, чего не видели другие. Он видел человека, который не понимал цену власти, не знал, как устроено государство изнутри, и не представлял, во что превратится страна, если разрушить все, не построив ничего взамен. Те, кто случайно оказался за дверью в тот вечер, говорят, что разговор был жестким, что Масалиев говорил не просто как руководитель, придающий полномочия, а как человек, который пытается предотвратить катастрофу. Акаев слушал, но было видно, он уже не слышал. Через несколько недель Масалиев ушел в отставку, а Акаев стал президентом. И началось именно то, о чем предупреждал старый партийный руководитель. Понимаете, когда Масалиев впервые увидел Акаева на совещании, он не испытал ни восторга, ни неприязни, только настороженность. Это был человек из другого мира, где решались научные задачи, где правила логика формул, а не логика кланов, где конфликты разрешались диссертациями, а не компромиссами между севером и югом республики. Масалиев провел в партийном аппарате всю свою жизнь. Он знал Киргизию как организм, живущий по сложным законам баланса между регионами, родами, личными связями. Система, которую нельзя изменить указами сверху. Систему, которую можно только медленно, осторожно реформировать, чтобы не разрушить. Акаев же смотрел на республику как ученый на устаревший механизм, который нужно разобрать и собрать заново по современным чертежам. И вот эта уверенность интеллектуала, эта вера в то, что общество можно перепрограммировать как компьютер, именно это заставляло Масалиева тревожиться все сильнее по мере того, как нарастала волна перемен. Была весна 1989 года, и Советская империя трещала по швам. Горбачев объявил перестройку, и республики почувствовали, что центральная власть слабеет. В Киргизии начались межэтнические столкновения, сначала на окраинах, потом ближе к центру. Масалиев видел, как рушится та хрупкая стабильность, которую он поддерживал годами. Ошская трагедия, когда киргизы и узбеки столкнулись в кровавом конфликте, показала — республика стоит на пороховой бочке. И именно тогда партийные круги в Москве начали искать нового лидера для Киргизии. Человека, который олицетворял бы обновление, который был бы свободен от старых клановых связей, который был бы современен и образован. Оскар Акаев идеально подходил под этот портрет. Он был физиком с мировым именем, академиком, человеком, который говорил на языке западной демократии и рыночной экономики. Масалиев понимал, его время истекло. Эпоха партийных секретарей уходит в прошлое. Но он также понимал нечто более важное. Время секретарей уходит, но проблемы республики остаются. И они не решаются красивыми речами о свободе и прогрессе. Когда Верховный Совет Киргизии избрал Акаева президентом в октябре 1990 года, Масалиев находился в зале. Он аплодировал вместе со всеми, но лицо его оставалось каменным. Позже один из депутатов, близко знавший обоих, рассказывал. Масалиев подошел к Акаеву после голосования и тихо сказал, что хочет встретиться наедине. Не для формальной передачи дел, а для разговора по существу. Акаев согласился, хотя было видно, что он считает это излишним. Старый руководитель уходит, новый приходит. Зачем эти сентиментальные прощания? Но Масалиев настоял. И встреча состоялась через несколько дней в небольшом кабинете, где не было свидетелей. Только 2 человека и будущее республики, повисшее между ними. Что именно говорил Масалиев, никто не знает наверняка, потому что официальных протоколов той беседы не существует. Но те, кто работал рядом с обоими политиками, собрали из обрывков фраз и намеков картину того разговора. Масалиев предупреждал. Он говорил, что Киргизия — не физическая лаборатория, где можно ставить эксперименты. Что клановая система, которую Акаев презирает как пережиток,
на самом деле единственное, что удерживает республику от хаоса. Что нельзя просто взять и отпустить экономику в свободное плавание, потому что местные элиты мгновенно разграбят все, что можно разграбить. Что семейственность и коррупция — да, это проблемы, но если бороться с ними лобовыми методами, не понимая глубинных механизмов, можно разрушить те немногие институты, которые еще функционируют. Акаев слушал и, судя по тому, что произошло потом, не услышал ни слова. Он видел перед собой не мудрого предшественника, а осколок прошлого. Человека, который цепляется за старые методы управления, потому что не способен представить ничего нового. Интеллигент против портократа. Будущее против прошлого. Наука против партийной схоластики. Именно так Акаев воспринимал эту встречу. А Масалеев уходил из того кабинета, зная, что его предупреждение осталось без ответа. И зная, что через несколько лет он сможет сказать «Я же говорил». Но что, если эта встреча была не просто передачей власти? Что, если Масалеев видел нечто большее? Он видел, как его страна движется к той точке, где интеллектуальная элита, оторванная от реальности, отдаст власть кланам и криминалу. Видел ли он, что Акаев, сам того не понимая, расчистит дорогу именно тем силам, которые потом вышвырнут его самого? И главное, могли ли они оба изменить этот сценарий, если бы нашли общий язык в тот вечер? Прежде чем говорить о том, как сбылось пророчество Масалеева, нужно понять, кем были эти два человека и почему между ними была пропасть глубже, чем просто разница поколений. Абсамат Масалеев родился в 1933 году в кишлаке на юге Киргизии, в семье, где выживание было важнее образования. Он рос во время войны, голода, сталинских репрессий, времена, когда человек учился читать ситуацию быстрее, чем читать книги. Масалеев поднялся по партийной лестнице медленно, ступенька за ступенькой, через райкомы и обкомы, через компромиссы и осторожные маневры. Когда он в 1985 году стал первым секретарем Компартии Киргизии, он был воплощением советской партийной системы. Жесткой, циничной, но предсказуемой. А Оскар Акаев родился в 1944 году, уже после войны, в семье, где образование было не роскошью, а нормой. Он закончил Ленинградский политехнический институт, защитил диссертацию, стал академиком. Его карьера строилась не на партийных связях, а на научных достижениях. Для него Советский Союз был не империей, которую нужно защищать, а системой, которая тормозит прогресс. Когда в конце 80-х начался распад СССР, Акаев видел в этом не катастрофу, а возможность. Возможность построить новую Киргизию, демократическую, рыночную, европейскую. Два мировоззрения, два опыта, два представления о том, что такое власть. Масалеев знал, власть — это баланс между кланами, между регионами, между Москвой и республикой. Нарушь баланс — начнется кровь. Акаев верил, власть — это институты, законы, разделение полномочий. Построй правильные институты, и общество само придет в порядок. История Киргизии в 90-е годы показала, кто из них был ближе к истине. Когда Акаев стал президентом, он объявил политику открытости и демократизации. Он снял цензуру, разрешил оппозиционные газеты, провозгласил многопартийность. Запад аплодировал. Вот он, островок демократии в Центральной Азии. Вот лидер новой формации. Но внутри республики начались процессы, которые Акаев не контролировал и, похоже, не предвидел. Старая партийная элита, которую он отстранил от власти, не исчезла. Она переместилась в бизнес, в криминал, в серые схемы приватизации. Появились новые игроки — полевые командиры с юга, бизнесмены, тесно связанные с наркотрафиком, чиновники, которые воспринимали государственную должность как франшизу на коррупцию. Масалеев наблюдал это со стороны. Он вышел из большой политики, но не из политических кругов. Он давал редкие интервью, встречался с журналистами, которым доверял, и каждый раз, когда его спрашивали об Акаеве, он повторял почти одно и то же. Талантливый человек, но он не понимает, как устроена власть в Киргизии. Он думает, что можно управлять страной указами. Он не видит того, что происходит за кулисами. А за кулисами формировалась новая элита. Хищная, безжалостная,
готовая пожрать и страну, и самого президента. Кто были эти люди? Часть из старой номенклатуры, которая быстро переоделась в рыночных реформаторов. Часть — молодые хищники, которые поняли, что в хаосе 90-х можно сделать состояние за несколько лет, если не стесняться методов. Часть — криминал, который легализовывался через приватизацию и политику. И самое страшное — значительная часть этих людей была из ближайшего окружения Акаева. Его родственники, советники, доверенные лица. Они говорили ему то, что он хотел слышать. «Вы великий реформатор. Вы строите демократию. Вы отец нации». А сами выносили из страны все, что можно вынести. И Масалиев видел это. Он видел, как государственная собственность уходит за копейки в руки тех, кто близок к президентской семье. Видел, как коррупция, которую Акаев обещал искоренить, становится тотальной, пронизывает каждый уровень власти. Видел, как южные и северные кланы воспринимают слабость центра как сигнал к переделу сфер влияния. И он понимал, это не случайность, это закономерность. Акаев разрушил старую систему, но ничего не построил взамен. Он создал вакуум власти. А вакуум всегда заполняется, быстро и кроваво. Существует легенда, подтвержденная несколькими независимыми источниками. В середине 90-х годов, когда стало очевидно, что реформы Акаева провалились, когда криминализация достигла уровня, при котором чиновники открыто делили госбюджет, Масалиев встретился с группой оппозиционных депутатов. Встреча была неформальной, в частном доме, без свидетелей. Депутаты хотели, чтобы Масалиев возглавил движение против Акаева. Он отказался, но сказал фразу, которую они запомнили. «Не нужно свергать Акаева. Он свергнет себя сам, когда те, кого он вскормил, решат, что он им больше не нужен. Вопрос только во времени». Пророчество. Чёткое, холодное, безжалостное. Масалиев не желал Акаеву зла. Он просто знал законы власти. И главный закон — слабого правителя пожирают свои же. Но знал ли Акаев об этом разговоре? Слышал ли он, что говорят о нем в кулуарах старые партийцы? И если слышал, почему не изменил курс? Почему продолжал идти по той же дорожке, которая вела к пропасти? Первые трещины в фасаде акаевского режима проявились не сразу. Долгое время казалось, что президент-реформатор контролирует ситуацию. Запад хвалил его как единственного демократа в Центральной Азии. Международные организации выделяли гранты на развитие гражданского общества. Акаев ездил на форумы, выступал с лекциями, получал награды. А внутри страны нарастало глухое недовольство. Старики, получавшие пенсию раз в полгода, вспоминали советские времена, когда зарплата приходила 1 числа каждого месяца. Учителя и врачи, которым месяцами не платили, смотрели на роскошные особняки, вырастающие в элитных районах Бишкека, и понимали, куда уходят деньги. Крестьяне, потерявшие землю в ходе приватизации, возвращались в разрушенные колхозы и не понимали, ради чего все это затеяли. Молодежь, которой обещали европейское будущее, стояла на рынках, торгуя китайским ширпотребом, потому что работы не было. Но Акаев, казалось, не видел этого. Или не хотел видеть. Он жил в мире международных саммитов, экономических докладов, красивых презентаций реформ. А страна жила в другом мире. Мире, где законы не работают, где справедливости нет, где выживают те, кто умеет воровать и договариваться с нужными людьми. И с каждым годом эти два мира расходились все дальше. Масалиев наблюдал это без удивления. Он говорил журналистам: когда верхушка власти теряет связь с реальностью, когда президент окружает себя льстецами и родственниками, система начинает гнить изнутри. Сначала гниет периферия, потом районные центры, потом столица. А когда гниль доходит до самого верха, режим рушится быстро, иногда за несколько дней. Именно это он видел в судьбе Акаева. И действительно, к началу 2000-х годов репутация президента-демократа окончательно испарилась. Парламентские выборы 2005 года были сфальсифицированы настолько грубо, что даже западные наблюдатели не смогли закрыть на это глаза. Оппозиция, которую Акаев годами терпел как декорацию демократии, вышла на улицы.
Началось то, что потом назовут «тюльпановой революцией». Толпы людей двинулись к президентскому дворцу, скандируя лозунги, требуя отставки. Акаев, который столько лет говорил о демократии и правах человека, не нашел ничего лучшего, как бежать. Сначала в Казахстан, потом в Россию, потом в Москву, где получил политическое убежище. Масалиев смотрел эти кадры по телевизору и, вероятно, вспоминал тот разговор. Разговор, который Акаев не захотел услышать 15 лет назад. Что он чувствовал в тот момент? Горечь? Удовлетворение? Или просто усталость человека, который видел, как его предсказание сбывается в мельчайших деталях? Один из немногих журналистов, который дозвонился до Масалиева в те дни, спросил: «Что вы думаете о падении Акаева?» Масалиев помолчал, потом ответил: «Я думаю, что он был хорошим ученым, но плохим политиком. Политик должен понимать людей, а не теории. Он понимал теории». Короткая, почти жестокая эпитафия, но точная. После бегства Акаева Киргизия погрузилась в еще больший хаос. Пришли новые люди, которые обещали покончить с коррупцией и клановщиной. Но они повторили те же ошибки, потому что не понимали, что проблема не в конкретных лицах, а в системе, которая рождает коррупцию как естественный продукт своего существования. 5 лет спустя случилась еще одна революция, потом беспорядки, потом межэтнические столкновения на юге, потом новая конституция, новый президент, новые обещания. И каждый раз, когда в Киргизии происходила очередная политическая катастрофа, кто-то вспоминал слова Масалиева. «Я предупреждал». Масалиев умер в 2007 году, не дожив до многих событий, которые подтвердили его правоту. Но его пророчество живет до сих пор. Потому что оно касается не только Акаева, не только Киргизии, не только 90-х годов. Оно касается любой страны, где интеллектуалы приходят к власти с красивыми теориями, но без понимания реальности. Где реформаторы разрушают старую систему, не построив новую. Где демократия превращается в фасад, за которым идет дележ собственности и власти. Что осталось от той встречи Масалиева и Акаева? Только воспоминания нескольких человек, которые слышали обрывки разговора. Только косвенные свидетельства того, что старый партиец пытался передать знания молодому реформатору. Только горький урок, который Киргизия усвоила слишком поздно. Но вот вопрос, который остается без ответа. Если бы Акаев прислушался к Масалиеву в тот вечер, если бы он принял его опыт, его понимание киргизской реальности, изменилось бы что-нибудь? Или судьба Киргизии уже была предрешена распадом СССР, хаосом 90-х, алчностью элит? Мог ли вообще кто-то остановить этот процесс? Или Масалиев и Акаев были всего лишь актерами в пьесе, финал которой был написан заранее? И не в этом ли главная трагедия того пророчества, что оно было абсолютно точным, но абсолютно бесполезным, потому что даже зная будущее, невозможно его изменить? Что знала его семья о том, что происходит на самом деле? Когда Абсамат Масалиев приходил домой после многочасовых совещаний в обкоме, после бесконечных звонков из Москвы, после переговоров с полевыми командирами, которые уже тогда, в конце 80-х, чувствовали слабость центра и начинали диктовать свои условия, что он говорил жене, детям, близким? Снимал ли он маску партийного руководителя? Становился ли снова просто человеком? Или власть въелась в него так глубоко, что даже дома он оставался первым секретарем? Семья Масалиева хранила молчание долгие годы после его ухода из жизни. Но когда младшая дочь впервые согласилась на интервью, она рассказала историю, которая объясняет многое о том человеке, которого страна знала только по официальным портретам и протокольным речам. Она рассказала о вечере, когда отец вернулся после той самой встречи с Акаевым, сел на кухне, налил себе чая и впервые за долгие годы заплакал. Не от обиды, не от страха за свое будущее. Он плакал от беспомощности, от знания того, что катастрофа неизбежна, и что он ничего не может сделать, чтобы ее предотвратить. Понимаете, Масалиев был человеком жестким, циничным, прошедшим через партийные чистки и аппаратные игры, через компромиссы, которые ломали хребет более слабым людям, через решения, от которых зависели судьбы тысяч. Он научился не показывать эмоций,
держать лицо при любых обстоятельствах, говорить одно, думая другое, и действовать вопреки тому, что говорил и думал, если того требовала политическая целесообразность. Но в тот вечер что-то сломалось внутри. Он понимал, что передал власть человеку, который не просто не готов к ней, но который искренне верит в то, что власть можно укротить теориями и законами. И эта наивность обойдется стране слишком дорого. Дочь вспоминала. Отец сидел долго, молча, потом сказал: «Я видел его глаза, когда предупреждал. И понял, что он меня не слышит. Он смотрит на меня, как на пережиток прошлого, как на динозавра, которого нужно вежливо выслушать и забыть. А через несколько лет он поймет, что я был прав, но будет поздно. И страна заплатит за его учебу кровью и нищетой». Семья пыталась успокоить его, говорили: «Ты сделал все, что мог. Теперь это не твоя ответственность. Отпусти». Но он не мог отпустить, потому что для него Киргизия была не просто служебной территорией, а живым организмом, который он собирал по кусочкам, балансировал, удерживал от распада. И передавать этот хрупкий механизм человеку, который не понимает его устройства, было для Масалеева не просто политическим поражением, а личной трагедией. И вот здесь начинается самое страшное. Пока Акаев строил демократию на бумаге, пока Запад аплодировал его реформам, пока интеллигенция верила в светлое будущее, простые люди расплачивались за эксперимент. Учительница из провинциального городка, которая не получала зарплату 8 месяцев, потеряла квартиру, потому что не могла платить за коммунальные услуги, и переехала в общежитие с 3 детьми. Пенсионер, отдавший 40 лет жизни заводу, который приватизировали за бесценок новые хозяева из президентского окружения, не дожил до пенсии, умер от инфаркта, когда узнал, что предприятие закрывают, и обещанных выплат не будет. Молодой врач, который мечтал лечить людей, вынужден был торговать на рынке китайскими куртками, потому что в больнице не платили полгода, и семью нужно было кормить. Это была цена демократических реформ, которую никто не считал, о которой не писали в докладах для западных фондов, которая не укладывалась в красивые презентации о транзите к рынку. Масалеев знал, что так будет. Он видел, как распадался Советский Союз, как в других республиках рушилась экономика, как социальные гарантии превращались в пустые обещания. Он пытался предупредить, но его не услышали. Потому что старая правда проигрывает новой надежде, даже если эта надежда иллюзорна. Семья вспоминала. После ухода из большой политики отец изменился. Он стал тише, замкнулся, часами мог сидеть на балконе, глядя на горы, и о чем он думал в эти моменты, никто не знал. Иногда звонили журналисты, просили комментарии о текущих событиях, и он давал короткие, точные ответы, но без эмоций. Как врач, который ставит диагноз безнадежному больному и знает, что лечение уже не поможет. Однажды его спросили: «Вы жалеете, что передали власть Акаеву?» Он ответил: «Я не передавал власть Акаеву. Меня отстранили от власти, а ему ее дали те, кто не понимал последствий. Я лишь попытался объяснить, во что это превратится, но объяснять человеку, который уверен в своей правоте, бесполезно. Как объяснять слепому, что такое цвет?» Жена пыталась увести его от политики. Говорила: «Забудь, живи для себя, для семьи. Ты сделал все, что мог». Но как забыть, когда каждая новость из Киргизии подтверждала твое пророчество? Как жить для себя, когда видишь, как страна, которую ты пытался уберечь, скатывается в хаос? Младшая дочь рассказывала. В последние годы жизни отец часто повторял одну и ту же фразу: «Самое страшное — не ошибиться. Самое страшное — знать, что произойдет, и не иметь возможности этого предотвратить. Это как видеть, как человек идет к обрыву, кричать ему, предупреждать, а он улыбается, машет рукой и продолжает идти. И ты знаешь, что через минуту он упадет, и ничего не можешь сделать». Именно это чувствовал Масалиев, наблюдая за Акаевым в 90-е годы. Он видел, как президент окружает себя родственниками и льстецами, как государственная собственность уходит в частные руки за символические суммы, как коррупция становится системой, как народ беднеет, а элита богатеет, как нарастает недовольство, которое рано или поздно взорвется. И он не мог вмешаться, потому что его время прошло. Его слова уже не имели веса. Его опыт воспринимался как атавизм. Все, что ему оставалось,
ждать, когда его пророчество сбудется. Когда в 2005 году началась тюльпановая революция, когда толпы людей пошли штурмовать президентский дворец, когда Акаев бежал из страны, семья Масалеева смотрела эти кадры вместе. Отец молчал. Потом сказал только: «Я же говорил». Не с торжеством, не злорадством. С болью человека, который знал, что был прав, но правота это ничего не изменила. Катастрофа все равно произошла. И тысячи людей заплатили за нее своими жизнями, судьбами, будущим. Дочь спросила: «Папа, если бы ты мог вернуться в тот вечер, когда встречался с Акаевым, ты бы изменил что-то в своих словах?» Он ответил: «Нет, потому что проблема была не в словах. Проблема была в том, что он не хотел слышать. А человека, который не хотел слышать, невозможно убедить, даже если показать ему будущее». Что осталось от той семейной драмы? Воспоминания близких, которые видели не политика, а человека, раздавленного грузом знания, которое оказалось бесполезным. Видели, как он медленно угасал, теряя интерес к жизни, потому что главное дело его жизни — сохранение Киргизии — провалилось, и он ничего не смог с этим поделать. Но разве можно винить Масалеева в том, что он не смог остановить процессы, которые были сильнее любого человека? Или его трагедия в том, что он слишком хорошо понимал механизмы власти, и это понимание превратилось в проклятие, потому что видеть будущее и не иметь возможности его изменить — это худший вид беспомощности. Но пока семья Масалеева переживала личную трагедию в тишине обычной квартиры, Оскар Акаев жил в другой реальности, и эта параллельная жизнь говорит о многом. Существуют места, о которых не пишут в туристических путеводителях, места, которые существуют для избранных, и доступ туда определяет твое положение в иерархии власти. В Бишкеке, в закрытом районе, где обычных людей останавливала охрана на въезде, стояли особняки президентской семьи и ближайшего окружения. Эти здания строились одновременно с тем, как страна погружалась в экономический кризис, когда бюджетникам задерживали зарплаты, когда закрывались больницы и школы. Архитекторы, работавшие на этих объектах, подписывали соглашение о неразглашении. Но спустя годы некоторые из них рассказали, что видели внутри. Мрамор из Италии, мебель из Германии, сантехника из Швейцарии, системы безопасности, которые стоили как годовой бюджет небольшого района. Один из архитекторов вспоминал: «Когда мне показали проект президентской резиденции, я спросил, откуда финансирование. Мне ответили: не твое дело. Делай, что говорят, и молчи». Я молчал, потому что понимал, что если откажусь, найдут другого, который не будет задавать лишних вопросов. Это была атмосфера тех лет. Все знали, что происходит, но никто не говорил вслух, потому что система работала так, что молчание покупалось либо деньгами, либо страхом. Акаев на публике говорил о демократии, о прозрачности власти, о борьбе с коррупцией. Он выступал на международных форумах, цитировал западных философов, рассказывал о реформах. Но дома, в том закрытом мире, который он построил для себя и своей семьи, действовали другие правила. Там не было демократии. Там была феодальная иерархия, где родственники президента распределяли государственные контракты между собой, где слово члена семьи значило больше, чем закон, где чиновники приходили с докладами не в кабинеты, а на семейные ужины, и решения о судьбе республики принимались не на заседаниях правительства, а в гостиных за бокалом коньяка в узком кругу доверенных лиц. Охранники, которые работали в этих резиденциях, видели эту двойную жизнь каждый день. Видели, как приезжали бизнесмены с чемоданами, как уезжали без них. Видели, как родственники президента вели себя как хозяева страны, требовали, приказывали, распоряжались, и никто не смел им перечить. Один из бывших охранников рассказывал: «Я понимал, что работаю не на государство, а на семью, которая приватизировала государство. И чем дольше я там служил, тем яснее видел, что это не может продолжаться вечно, что рано или поздно народ поймет, что его обманывают, и тогда случится взрыв». А Масалеев знал об этом? Конечно, знал. В политических кругах не бывает секретов, особенно таких масштабных. Люди из его бывшего окружения продолжали работать в разных структурах. Они звонили, рассказывали, делились информацией. И каждый такой звонок подтверждал: все идет именно так, как он предсказывал.
Акаев не контролирует ситуацию. Он стал заложником системы, которую сам создал. Системы, где власть превратилась в семейный бизнес, где государственные интересы подменились клановыми, где каждое решение принималось исходя из выгоды узкого круга, а не блага страны. И самое страшное. Акаев либо не понимал этого, либо делал вид, что не понимает. Потому что признать правду означало бы признать, что его демократический проект провалился, что он не реформатор, а обычный постсоветский лидер, который прикрывает коррупцию красивыми словами о свободе. Под президентским дворцом существовали подземные коммуникации, о которых знали только избранные. Туннели, построенные еще в советское время на случай ядерной войны, теперь использовались для других целей. Через эти туннели можно было незаметно покинуть здание, попасть в другие правительственные объекты, уехать из города, не привлекая внимания. Когда в марте 2005 года началась революция, когда толпа пошла к дворцу, Акаев использовал эти туннели для побега. Но ирония в том, что эти же туннели символизировали всю его власть. Внешне все выглядело солидно, прозрачно, демократично, а на самом деле существовали скрытые ходы, запасные выходы, тайные маршруты, по которым элита спасалась, когда народ приходил требовать справедливости. Масалиев, будучи старым партийным работником, знал об этих туннелях еще с советских времен. Он знал, что в критический момент любой правитель думает не о народе, не о стране, а о собственном спасении. И когда он смотрел новости о бегстве Акаева, он, вероятно, представлял эту картину. Президент-демократ, который годами говорил о прозрачности власти, бежит через подземный туннель как вор, спасающийся от погони. Физическое пространство власти многое говорит о ее сущности. Масалиев работал в скромном кабинете обкома, где висели портреты партийных лидеров. Стояла простая мебель, и атмосфера была функциональной, почти аскетичной. Акаев построил себе дворец, который больше напоминал музей или отель класса люкс, где каждая деталь кричала о роскоши и превосходстве. Эта разница в эстетике отражала разницу в понимании власти. Для Масалиева власть была инструментом управления, жестким, циничным, но функциональным. Для Акаева власть стала декорацией, за которой скрывалось обогащение семьи и ближнего круга. И когда эта декорация рухнула, когда народ ворвался во дворец и увидел ту роскошь, в которой жил президент, пока они голодали, это стало финальным разоблачением, доказательством того, что демократия была только на словах. Охранник, работавший в последние месяцы режима, рассказывал: «Я видел, как президент менялся, как он становился все более нервным, раздражительным, как он перестал доверять даже близким людям, как постоянно требовал докладов о настроениях в народе. И каждый доклад его пугал все больше, потому что становилось ясно, что страна его ненавидит. Но вместо того, чтобы изменить курс, он окружал себя еще большей охраной, строил еще более высокие заборы, усиливал режим секретности. Это было поведение человека, который чувствует, что теряет контроль, но не знает, как его вернуть. Двойная жизнь становилась невыносимой даже для самого Акаева. На публике он должен был улыбаться, говорить о достижениях, встречаться с избирателями, а внутри он понимал, что его режим висит на волоске, что элиты готовы его предать в любой момент, что народ ждет только повода, чтобы выйти на улицы. И единственное, что держало эту конструкцию — страх. Но страх кончается, когда людям нечего терять. Масалиев видел эту двойную жизнь со стороны и понимал. Акаев попал в ловушку, которую сам себе устроил. Он хотел быть демократом, но построил автократию. Хотел быть реформатором, но создал клептократию. Хотел войти в историю как освободитель, но войдет как тиран, которого народ выгнал из страны. И самое трагичное — Акаев искренне не понимал, где он ошибся. Почему его любили на Западе, но ненавидели дома? Почему интеллигенция его поддерживала, а простые люди проклинали? Мог ли кто-то объяснить ему это? Мог ли Масалиев в тот вечер 15 лет назад найти слова, которые достучались бы до него? Или проблема была не в словах, а в том, что Акаев жил в мире теорий, а Киргизия существовала в мире жестокой реальности, и эти два мира никогда не пересекались?
А теперь о том, что происходило с телом и разумом человека, который нес на себе груз невысказанного пророчества. Что происходило с Абсаматом Масалеевым в последние годы жизни, когда он видел, как все, о чем он предупреждал, сбывается с точностью часового механизма. Семейный врач, который наблюдал его в те годы, рассказывал: «Я видел, как он угасает не от болезни, а от внутреннего напряжения, от постоянного стресса, который он держал в себе, и это напряжение медленно разрушало его организм». У Масалеева развилась гипертония, которую невозможно было контролировать лекарствами, потому что источником повышенного давления была не физиология, а психология. Он не мог отпустить прошлое, не мог перестать следить за новостями, не мог не думать о том, что происходит со страной. Врач выписывал препараты, рекомендовал покой, советовал уехать из Бишкека, сменить обстановку. Но Масалеев отказывался. Он говорил: «Я должен видеть, я должен знать. Я не имею права закрывать глаза на то, что предсказал». Это было похоже на наказание, которое он сам себе назначил. Наблюдать за катастрофой, которую не смог предотвратить. Медицинская карта Масалеева последних лет читается как хроника медленного разрушения. Бессонница, которая началась после ухода из власти и усиливалась с каждым годом. Сердечные аритмии, которые врачи связывали с постоянным стрессом. Потеря аппетита, резкая потеря веса. Депрессивные состояния, которые он скрывал от семьи, но которые были очевидны для медиков. Один из врачей записал в карте: «Пациент находится в состоянии хронического психоэмоционального истощения. Рекомендовано наблюдение психотерапевта». Но пациент категорически отказывается. Масалеев был из поколения, которое не признавало психологических проблем. Для него обращение к психотерапевту означало слабость, признание поражения. Но его тело говорило то, что он не хотел признавать словами. Оно разрушалось под грузом невысказанной боли, подавленного гнева, бесконечного разочарования. А в это же время Оскар Акаев тоже переживал свою медицинскую драму, хотя и совершенно другого рода. Личный врач президента, который работал в строжайшей секретности, никогда не давал комментариев. Но люди из президентского окружения рассказывали: Акаев страдал от бессонницы, принимал сильные снотворные, которые переставали действовать, и приходилось увеличивать дозы. У него развилась паранойя. Он видел заговоры везде, подозревал даже близких людей в предательстве, требовал постоянных докладов о лояльности, устанавливал слежку за собственными министрами. Это была классическая болезнь власти, которая поражает тех, кто теряет контроль над ситуацией, но не может признать это даже перед собой. Президент, который начинал как демократ, в конце своего правления превратился в параноика, который боялся собственной тени. Масалеев знал об этом. Ему передавали информацию из разных источников, и он с горечью понимал. Акаев повторяет классический путь диктатора, который изолируется от реальности, окружает себя льстецами, перестает верить кому-либо и в итоге теряет власть, потому что не видит надвигающейся угрозы. Ирония была в том, что Акаев презирал старых советских лидеров за паранойю, за подозрительность, за жесткость, а сам в конце превратился именно в того, кого критиковал. Масалеев видел это и, вероятно, думал: если бы он тогда послушал меня, если бы понял, что власть в Киргизии требует не теоретических знаний, а практического опыта, понимания человеческой природы, умения балансировать между кланами и интересами, он бы избежал этого пути. Но он не послушал, и теперь расплачивается собственным психическим здоровьем. Близкие вспоминали: в последние месяцы перед уходом из жизни Масалеев почти перестал выходить из дома. Он сидел у телевизора, смотрел новости, читал газеты, и с каждым сообщением о коррупции, о народных протестах, о бегстве капитала за границу его лицо становилось все более серым, усталым. Жена умоляла его перестать следить за политикой, говорила: «Это больше не твое дело, живи своей жизнью». Но он отвечал: «Это всегда будет моим делом, потому что я знал, что так случится, и не смог остановить. И теперь должен видеть последствия до конца». Это было похоже на добровольную пытку, когда человек заставляет себя наблюдать за катастрофой, в которой чувствует свою вину, хотя вины на самом деле нет. Врач записал за несколько месяцев до смерти:
Пациент демонстрирует признаки глубокой депрессии, отказывается от лечения, говорит, что устал, что хочет покоя. Рекомендовано срочное вмешательство, но семья не настаивает, видимо, понимая, что это бесполезно. Масалеев принял решение умереть. Не в буквальном смысле, но в психологическом. Он отпустил желание жить, потому что жизнь больше не имела смысла. Страна, которую он пытался сохранить, рухнула. Предупреждение, которое он сделал, проигнорировали. Пророчество, которое он высказал, сбылось. Но от этого не стало легче. Наоборот. Стало еще тяжелее, потому что правота без возможности изменить ситуацию превращается в проклятие. Когда Масалеев ушел из жизни в 2007 году, это было тихо, без громких заголовков, без государственных похорон. Старый партийный секретарь, пытавшийся предотвратить катастрофу и потерпевший неудачу, умер в собственной квартире, окружённый семьей, уставший, измученный, разочарованный. А Акаев в это время жил в Москве в статусе политического беженца, давал интервью, писал мемуары, оправдывался, обвинял других в развале своего режима, но так и не признал главного, что Масалеев был прав, что старый партиец понимал Киргизию лучше, чем ученый-физик, и что если бы он послушал его в тот вечер, история могла бы пойти по другому пути. Две судьбы, два тела. Два разума, которые разрушались параллельно, но по разным причинам. Масалеев — от боли знания, которое оказалось бесполезным. Акаев — от паранойи власти, которую не смог удержать. Оба заплатили здоровьем за свои политические решения. Но только один из них понимал цену этих решений заранее. Можно ли было избежать этой двойной трагедии? Существовал ли момент, когда они могли найти общий язык, объединить опыт и знания, построить что-то устойчивое, или их судьбы были предопределены теми ролями, которые им достались? Старый партиец и молодой реформатор. Прошлое и будущее, которые не смогли договориться и в результате оба проиграли, а страна заплатила за их неспособность услышать друг друга. В архивах Комитета национальной безопасности Киргизии существовало досье с кодовым обозначением «Преемник 90», и доступ к нему имели только 4 человека. В этом досье хранились документы о передаче власти от Масалеева к Акаеву, включая расшифровки их частных разговоров, которые велись не для истории, а для контроля. Спецслужбы всегда записывали все, даже когда казалось, что разговор происходит наедине, особенно когда речь шла о смене власти. Эти записи должны были храниться 50 лет, но в марте 2005 года, когда революционная толпа приближалась к правительственным зданиям, сотрудники КНБ получили приказ уничтожить определенные досье. Преемник 90 было в списке первых. Почему? Что именно содержалось в тех документах, что их нужно было стереть из истории в момент, когда режим рушился? Бывший архивариус, который участвовал в уничтожении, спустя годы согласился рассказать, но только анонимно, потому что некоторые тайны в Киргизии до сих пор опасны. Он вспоминал тот день как кошмар, от которого невозможно проснуться. Пятница, утро. Слышны крики на улицах, по радио передают, что протестующие движутся к центру города, что милиция отступает, что власть теряет контроль. В архиве началась паника. Начальство раздавало списки дел, которые нужно уничтожить немедленно, и эти списки говорили о многом. Там были досье на всех членов президентской семьи, на ключевых олигархов, на иностранных партнеров сомнительных сделок. Преемник 90 оказалась в числе первых, потому что, как объяснил один из руководителей, там содержатся разговоры, которые разрушат легитимность не только Акаева, но и всей системы передачи власти в постсоветской Киргизии. Архивариус не читал досье полностью, не имел права. Но видел обложку, видел отметки. Расшифровка встречи Масалеев-Акаев, 23 октября 1990 года. Помещение номер 17, здание ЦК. Длительность — 2 часа 40 минут. Значит, та встреча записывалась. Значит, где-то существовала полная запись разговора, который должен был остаться тайной между двумя людьми. Пока документы горели в специальной печи, а дым поднимался над зданием КНБ, архивариус успел увидеть несколько страниц. Не читать, просто увидеть фрагменты, которые врезались в память,
Масалиев предупреждал не общими словами, а конкретными именами. Он называл людей из окружения Акаева, которые станут проблемой. Называл механизмы, через которые начнется разграбление государственной собственности. Называл сроки, когда коррупция достигнет критической массы. И самое страшное, он называл того, кто в итоге воспользуется всей этой ситуацией, кто станет главным бенефициаром краха. Имя было в документах. Конкретное имя человека, который в 1990 году еще не занимал высоких постов, но которого Масалиев уже тогда вычислил как главную угрозу. Архивариус не запомнил это имя или не хочет вспоминать, но он запомнил фразу из расшифровки. «Этот человек ждет своего часа, и когда ты ослабеешь, он заберет все. Акаев ответил, судя по записи, что это паранойя, что новое время требует новых людей, что нельзя судить всех по старым меркам. А Масалиев тогда сказал: «Ты увидишь, только будет поздно». Документы сгорели. Все копии, все расшифровки, все отметки. Из истории стерли разговор, который мог бы объяснить все, что произошло потом. Почему? Потому что в этом разговоре содержались не просто предупреждения старого политика молодому, а конкретные имена, конкретные схемы, конкретные механизмы будущего предательства. И эти механизмы работали ровно так, как описал Масалиев. Люди, которых он назвал, действительно стали проблемой. Схемы, о которых он говорил, действительно были реализованы. Сроки, которые он указал, совпали с точностью до года. Пророчество оказалось настолько точным, что его нужно было уничтожить, потому что признать правоту Масалиева означало признать, что вся постсоветская система Киргизии была предсказуемым провалом с самого начала. Но архивариус запомнил еще одну деталь. В досье была медицинская справка о состоянии Масалиева на момент встречи. Его проверяли перед важными мероприятиями. Это была стандартная процедура. КГБ, потом КНБ. Справка показывала: давление повышенное, пульс учащенный, признаки стресса. Врач сделал пометку. Пациент демонстрирует симптомы сильного эмоционального напряжения, возможно, предчувствие негативного развития событий. Масалиев шел на ту встречу, уже зная, что его не услышат, уже чувствуя, что говорит в пустоту. Но он все равно говорил, потому что не мог не говорить. Совесть? Долг? Последняя попытка спасти то, что еще можно спасти, архивариус не знал. Но ему стало жутко от мысли, что человек, понимающий будущее, был вынужден молчаливо наблюдать, как это будущее становится настоящим. А что стало с теми, кто отдал приказ уничтожить архивы? Они спаслись, уехали, растворились в новой власти, получили свою долю от передела. Система защитила своих, но правда иногда просачивается сквозь самые надежные фильтры. Архивариус рассказал свою историю, пусть и анонимно. Другие люди, работавшие в КНБ, тоже начали говорить. Сначала намеками, потом откровеннее. Кто-то из них видел списки имен, которые Масалиев называл. Кто-то слышал от старших коллег, что в досье было предсказание точной даты, когда режим Акаева начнет трещать по швам. И каждое свидетельство добавляло вес к истории о пророчестве, которое попытались стереть из истории, но которое живет в памяти тех, кто его видел. Теперь главный вопрос. Кто именно отдал приказ уничтожить преемник 90? Сам Акаев, в панике спасающий остатки репутации, или кто-то из его окружения, который не хотел, чтобы его имя всплыло в связи с предупреждениями Масалиева? Или новая власть, которая понимала, что эти документы компрометируют не одного Акаева, а всю систему преемственности, включая их самих? Архивы молчат, но сам факт уничтожения говорит громче любых слов. Если бы в тех документах не было ничего опасного, их бы сохранили. Раз уничтожили в момент революции, значит, там была правда, которую никто не хотел признавать. И эта правда до сих пор где-то существует. В памяти свидетелей, в копиях, которые, возможно, сделал кто-то из умных архивариусов, в записях, которые ждут своего часа. Но пока архивы горели, а история переписывалась в реальном времени, сам Оскар Акаев переживал физическое и психологическое разрушение, которое началось задолго до революции. За 15 лет у власти он постарел не на 15, а на 30 лет. Это видели все, кто работал рядом с ним.
Фотографии не врут. 1990 год. Молодое лицо, ясный взгляд, уверенная осанка. Улыбка человека, который верит в будущее. 2005 год. Седые волосы, глубокие морщины, сутулость, взгляд усталый, подозрительный, почти мертвый. 15 лет власти сделали с ним то, что делают со всеми, кто несет на себе груз не только управления, но и лжи. Потому что ложь — это тяжелее всего. Когда ты говоришь народу одно, а делаешь другое. Когда обещаешь реформы, а семья грабит страну. Когда публично борешься с коррупцией, а приватно покрываешь коррупционеров, эта двойная жизнь разрушает не только репутацию, но и тело. Личный врач президента работал в режиме строжайшей секретности. Каждый визит проходил без свидетелей. Каждый рецепт выписывался под псевдонимом. Каждый диагноз оставался в тайне. Но медицина не абсолютная наука, и врачи говорят между собой. Один из медиков, обслуживавших президентскую клинику, рассказывал: «Мы видели, как Акаев приезжает на осмотры все чаще, как список его жалоб растет, как лекарств становится все больше. Гипертония, которую не удавалось контролировать. Бессонница, требующая все более сильных препаратов. Головные боли настолько интенсивные, что он отменял встречи. Дрожание рук, которое началось примерно в 2003 году и усиливалось с каждым месяцем. Это были не просто возрастные изменения. Это было физиологическое проявление стресса, который накапливался годами. Власть пожирала его изнутри, буквально, клетка за клеткой. Но самое страшное началось с психикой. Охранники, работавшие в последние 2 года режима, рассказывали: президент перестал спать нормально, даже со снотворными. Он просыпался среди ночи, требовал докладов, звонил министрам, устраивал совещания в 3 часа утра. Он начал видеть заговоры повсюду. Требовал проверять телефоны сотрудников, устанавливал скрытые камеры в кабинетах приближенных. Менял охрану каждые несколько месяцев, потому что подозревал, что его хотят убить или свергнуть. Классическая паранойя диктатора, который теряет почву под ногами, но не может признать, что потерял контроль над ситуацией. Врачи рекомендовали отдых, психотерапию, смену режима, но он отказывался, потому что уйти на отдых означало показать слабость, а слабость в его системе означала смерть. А в это же время Масалиев, наблюдая за Акаевым со стороны, видел в его физическом разрушении закономерность. Он говорил знакомым: «Власть — это не просто кресло и полномочия. Это груз ответственности, который можно нести, только если ты честен с собой и с народом. Если ты живешь во лжи, если твоя семья грабит страну, пока ты говоришь о демократии, это противоречие разрывает тебя изнутри». Совесть не умирает полностью. Она остается где-то глубоко, и каждую ночь она напоминает о себе бессонницей, каждое утро — головной болью, каждый день — страхом, что все рухнет. Масалиев видел это, потому что он сам прошел через власть. Но его власть была другой. Он не обманывал себя. Он знал, что живет в циничной системе, где правят силой и компромиссами. И эта честность с самим собой позволяла ему сохранять ясность ума. Акаев же пытался быть и демократом, и автократом одновременно. И это раздвоение личности убивало его. Физиология власти проявлялась в деталях. Помощники замечали: президент перестал смотреть людям в глаза. Раньше он мог выдерживать взгляд, вести диалог, слушать возражения. К концу правления он смотрел в сторону, поверх голов, в бумаге, куда угодно, только не в глаза собеседнику. Это защитный механизм психики, когда человек боится, что его разоблачат, что в его глазах прочитают правду, которую он пытается скрыть. Его походка изменилась. Он стал ходить быстро, резко, как будто постоянно куда-то спешил, хотя спешить было некуда. Это тоже признак тревожности, когда тело пытается убежать от проблем, которые существуют в голове. Его голос потерял уверенность. Раньше он говорил громко, четко, с паузами для эффекта. К концу он говорил тихо, быстро, как будто боялся, что его перебьют или не дадут договорить. Существует свидетельство одного из министров, который присутствовал на последнем заседании правительства перед революцией. Это было в феврале 2005 года, за месяц до краха. Акаев выглядел больным.
Лицо серое, под глазами мешки. Руки дрожали так сильно, что он не мог держать ручку. Он начал говорить о планах на будущее, о новых реформах, о стабильности. Но голос его срывался. И все в зале понимали. Он сам не верит в то, что говорит. Он читал заготовленную речь, но слова звучали как эпитафия режиму, который уже умер. Просто еще не упал. После заседания министры переглядывались, и никто не сказал вслух, но все подумали одно и то же. Он не доживет до конца года. Не в смысле физической смерти, а в смысле политической. Тело его уже сдавалось, и власть скоро последует за телом. Когда революция началась, когда толпа пошла к дворцу, Акаев был в своем кабинете. Охранники вспоминали. Он сидел за столом, смотрел в окно, и лицо его было абсолютно пустым. Ни страх, ни гнев, ни решимость. Пустота. Как будто он уже не был в этом теле. Как будто душа его покинула власть раньше, чем тело покинуло дворец. Когда ему сказали, что нужно уходить, что толпа прорвалась, что времени нет, он встал медленно, как старик, хотя ему было всего 60 лет. Спустился в подземный туннель, прошел по нему, сел в машину, уехал. Без драки, без последнего приказа, без попытки удержать власть. Просто ушел, потому что тело и разум больше не могли нести этот груз. Масалиев, если бы был жив в тот момент, сказал бы: «Я же говорил, власть, построенная на лжи, рушится быстро, и тот, кто ее держит, рушится вместе с ней». Акаев думал, что можно обмануть всех, и народ, и себя, но нельзя обмануть собственное тело. Оно всегда говорит правду, даже когда рот лжет. И правда Акаева была в его седых волосах, в дрожащих руках, в бессоннице, в паранойе, в том пустом взгляде, с которым он покинул власть. Можно ли было избежать этого физического и психологического разрушения? Только если бы он послушал Масалиева 15 лет назад. Только если бы понял, что власть в Киргизии требует не теорий, а честности хотя бы с самим собой. А теперь самый главный вопрос, который Масалиев задавал в тот давний вечер, и на который Акаев так и не нашел ответа. Кому было выгодно? После того, как Акаев бежал из страны, после того, как революция захлебнулась в новом переделе власти, после того, как демократические лозунги снова превратились в фасад для клановой борьбы, один человек вышел победителем из всего этого хаоса. Не лидер оппозиции, не народный герой, не честный реформатор, а человек, который тихо, методично, годами выстраивал свою сеть влияния, ждал своего часа и в нужный момент забрал все. Его имя не звучало на площадях во время революции, его не показывали в первых рядах протестующих, но когда пыль осела, когда новая власть начала делить посты и активы, именно он оказался в центре всех ключевых решений. Это не совпадение. Это результат многолетней игры, которую Масалиев увидел еще в 1990 году. Проследим экономический след. В 90-е годы, когда шла приватизация, когда государственная собственность переходила в частные руки, этот человек формально не занимал высоких постов. Он был в тени, работал через доверенных лиц, через подставные компании, через родственников. Но именно на его счета стекались деньги от самых прибыльных сделок. Золотые прииски на юге республики — его. Энергетические объекты — его. Контракты на поставки в госструктуры — его. К началу 2000-х он контролировал значительную часть теневой экономики Киргизии, но публично оставался скромным чиновником среднего звена. Акаев не видел угрозы, потому что этот человек умел говорить правильные слова, демонстрировать лояльность, быть невидимым, когда нужно, и незаменимым, когда это выгодно. Политический след еще интереснее. Во время революции 2005 года этот человек играл на обе стороны. Публично поддерживал Акаева, приватно финансировал оппозицию. Когда режим рухнул, он оказался в выигрыше в любом раскладе. Если бы Акаев удержался, он остался бы при власти как лояльный сторонник. Когда Акаев пал, он стал незаменимым переговорщиком между старой и новой элитой. Классическая схема, которую Масалиев описывал как «ставка на все цвета рулетки». Такие люди никогда не проигрывают, потому что они не играют за одну сторону. Они играют за систему, которая позволяет им оставаться у власти, независимо от того, кто формально у руля. После революции его влияние только выросло.
Новые лидеры, которые пришли на волне протестов с лозунгами о честности и справедливости, очень быстро поняли, что управлять страной без денег невозможно, а деньги контролирует этот человек. Он давал кредиты новому правительству, финансировал лояльные СМИ, покупал депутатов, и с каждым шагом его власть становилась все более абсолютной, хотя формально он никогда не занимал пост президента или премьера. Он был кукловодом, которому не нужна публичность, потому что настоящая власть не в кресле, а в контроле над ресурсами. Масалеев предупреждал об этом типе людей. Он говорил Акаеву: «В новой системе, которую ты строишь, власть возьмут не те, кто говорит красиво, а те, кто контролирует деньги и связи. И если ты не будешь держать их в узде, они тебя сожрут, а потом сожрут страну. И никакие демократические институты их не остановят. Потому что институты работают только там, где есть воля их защищать. А у тебя этой воли нет». Акаев не услышал, потому что был уверен, что законы и Конституция сильнее личных амбиций. Он ошибался. В Киргизии, как и во многих постсоветских странах, законы работают только для слабых, а сильные живут по своим правилам. Существует легенда, подтвержденная несколькими источниками. Якобы Масалеев в середине 90-х встретился с этим человеком наедине. Встреча была случайной, на одном из официальных мероприятий, но Масалеев попросил о коротком разговоре. Они вышли на балкон, и старый партиец сказал молодому хищнику: «Я знаю, что ты делаешь. Я вижу твою игру. Ты ждешь, когда Акаев окончательно ослабеет, и тогда заберешь все. Но знай, после тебя придет кто-то еще, кто сыграет с тобой так же, как ты играешь сейчас. Потому что система, где нет правил, пожирает всех, включая тех, кто ее создал». Тот человек улыбнулся и ответил: «Возможно, но пока моя очередь». Масалеев вернулся домой и сказал жене: «Я видел будущее Киргизии, и оно выглядит как бесконечная череда хищников, пожирающих друг друга, пока страна истекает кровью». К 2020 году, спустя 15 лет после падения Акаева, тот человек укрепил свою власть. Формальные президенты сменялись несколько раз, но он оставался. Его состояние выросло в сотни раз. Его дети учились в лучших университетах мира. Его активы были разбросаны по десяткам стран. Его имя всплывало в каждом крупном коррупционном скандале. Но никто не мог его тронуть, потому что он был слишком глубоко вшит в систему. Он и есть система. Именно о таких людях говорил Масалеев, предупреждая Акаева в тот давний вечер. Именно из-за таких людей пророчество старого партийца сбылось с пугающей точностью. Можно ли было остановить этого человека? Только если бы Акаев с самого начала понимал, что демократия без сильных институтов и личной воли лидера — защищать эти институты превращается в ширму для криминала. Только если бы он послушал Масалеева и выстроил систему сдержек и противовесов не на бумаге, а в реальности. Но он не послушал, и результат перед нами. Киргизия так и не стала демократией, о которой мечтал Акаев. Она стала именно тем, о чем предупреждал Масалеев. Страной, где власть принадлежит тем, кто контролирует деньги и связи, где формальные выборы ничего не решают. 24 марта 2005 года началось как обычное утро в жизни человека, который думал, что контролирует ситуацию. Оскар Акаев проснулся в своей резиденции в 7 часов 20 минут, прошел в кабинет, просмотрел сводки новостей, не обратив особого внимания на сообщения о нарастающих протестах на юге республики. Он уже привык к протестам, они случались регулярно, затухали сами собой или подавлялись силовыми методами. И этот раз казался очередной волной недовольства, которая схлынет через несколько дней. Но то утро отличалось от всех предыдущих одной деталью, которую президент не заметил или не захотел заметить. Те люди, на которых он опирался последние 15 лет, те, кто клялся в вечной лояльности, кто получал свою долю от государственного пирога, кто был частью системы. Эти люди уже приняли решение. Они решили, что Акаев стал обузой, что защищать его больше невыгодно, что пришло время спасать себя. Первым знаком была тишина. Акаев позвонил министру внутренних дел, чтобы узнать о ситуации в регионах, но телефон не отвечал. Позвонил главе службы безопасности. Тот ответил после 5-го гудка. Голос был странным,
отстраненным, будто человек уже мысленно находился в другом месте. Сказал общие фразы о контроле ситуации, но когда президент попросил конкретных цифр, конкретных планов действий, наступила пауза, а потом связь прервалась. «Технический сбой», — подумал Акаев. Но где-то глубоко внутри что-то заскребло тревожным предчувствием. Он вышел из кабинета, спустился в главный зал резиденции, где обычно собирались помощники, охранники, дежурные секретари, но зал был полупустым. Людей было вдвое меньше обычного. Он спросил дежурного офицера, где все. Тот ответил, не глядя в глаза. Заболели, отпросились, задерживаются в пути. Акаев почувствовал, как земля начинает уходить из-под ног. Это не болезнь. Это не совпадение. Это начало конца. Когда крысы бегут с корабля, корабль тонет, и капитан остается один. Но он все еще не верил, все еще надеялся, что это временная паника, что сейчас ситуация выправится, что преданные люди вернутся, что система, которую он строил 15 лет, не может рухнуть за один день. К полудню протестующие заполнили центральные площади нескольких городов одновременно. Это была не стихийная акция. Это была координированная операция. И Акаев понимал. Кто-то организовал это. Кто-то профинансировал. Кто-то дал команду двигаться именно сегодня. Именно сейчас. Он попытался связаться с главой администрации, с премьер-министром, с командующим войсками, но телефоны либо не отвечали, либо давали уклончивые ответы. Люди, которые еще вчера клялись в верности, сегодня исчезли, как будто их никогда не существовало. Один из немногих оставшихся помощников тихо сказал ему: «Господин президент, вам нужно уезжать, пока есть возможность. Толпа движется сюда. Милиция отступает. Силовики получили приказ не применять оружие». «Кто отдал такой приказ?» — спросил Акаев. Помощник промолчал, но взгляд его сказал всё. «Тот, кто теперь контролирует ситуацию вместо вас». В тот момент, когда президент осознал масштаб предательства, когда понял, что его не просто свергают, а сдают, продают, выбрасывают как использованную вещь, в тот момент всплыли слова, которые он слышал 15 лет назад из уст Абсамата Масалиева. «Когда ты ослабеешь, тебя предадут те, кого ты вскормил». Акаев вспомнил тот вечер, ту встречу, то предупреждение, которое проигнорировал как старческую паранойю. Масалиев говорил конкретно, называл механизмы, описывал сценарий. И сейчас этот сценарий разворачивался в реальном времени с пугающей точностью. Те люди, которых Акаев приблизил к власти, которым дал доступ к ресурсам, которых считал союзниками, именно они организовали его свержение, потому что понимали, с ним они получили все, что могли, а теперь он мешает получать больше. Физическое ощущение предательства не похоже ни на что другое. Это не просто страх, не просто гнев. Это холод внутри, который растекается по телу и замораживает способность мыслить. Охранники вспоминали, когда Акаеву сказали, что ему нужно немедленно покидать резиденцию через подземные туннели, он застыл на месте, смотрел в одну точку, и казалось, что он не слышит слов. Потом медленно кивнул, развернулся и пошел к выходу. Без вещей, без документов, без последних распоряжений. Просто пошел как человек, который уже понял, что все кончено, и сопротивляться бессмысленно. За 15 лет он построил систему власти, основанную на личных связях, на кумовстве, на раздаче привилегий тем, кто клялся в верности. Но он не понимал главного. Верность, купленная деньгами, существует только пока есть деньги, а когда источник иссякает, верность исчезает мгновенно. Спускаясь по ступеням подземного туннеля, Акаев, возможно, думал о Масалиеве. О том старике, который пытался передать ему опыт, знание законов власти, понимание того, как работает система. Но интеллигент не хотел слушать протократа. Реформатор презирал советские методы, физик верил в рациональность людей. И вот результат. Рациональные люди рационально предали его, подсчитав выгоду и риски. Система, которую он разрушил вместе с советской властью, хотя бы держалась на идеологии, на страхе перед центром, на механизмах контроля. Система, которую он построил, держалась только на деньгах и личных интересах, и когда интересы изменились, система мгновенно переключилась на нового хозяина. Выйдя из туннеля, сев в машину,
Уезжая из страны, которой управлял 15 лет, Акаев превратился в живую иллюстрацию пророчества Масалиева. Старый партиец предсказал не просто падение режима, он предсказал механизм этого падения, назвал тех, кто предаст, объяснил, почему это произойдет. И все сбылось, слово в слово. Потому что законы власти не меняются от красивых речей о демократии. Власть всегда была и остается игрой хищников, где выживает не самый умный, не самый честный, не самый образованный, а самый безжалостный и дальновидный. Акаев думал, что можно изменить правила этой игры, построить новую политическую культуру, воспитать новую элиту. Масалиев знал, элита не воспитывается, она формируется веками, и за 15 лет можно только сменить одних хищников на других, более голодных и менее щепетильных. Но главный вопрос остается без ответа. Если бы в тот мартовский день, 24 числа 2005 года, Акаев вспомнил слова Масалиева не как упрек прошлого, а как инструкцию к действию. Если бы он понял, наконец, что старик был прав. Изменилось бы что-то? Или момент истины всегда приходит слишком поздно, когда время действовать уже прошло, и остается только бежать через подземный туннель, спасая собственную жизнь от народа, которому обещал демократию и процветание. Самолет взлетел из аэропорта Манас поздним вечером 24 марта. На борту находился бывший президент Киргизской республики Аскар Акаев, его семья, несколько телохранителей и груз, который не декларировался. Свидетели в аэропорту рассказывали, на борт загружали чемоданы, которые несли не обычные грузчики, а охрана. И чемоданы были тяжелыми, металлическими, запечатанными специальными пломбами. Сидя в кресле самолета, глядя в иллюминатор на огни Бишкека, которые медленно уходили вниз и назад, Акаев переживал то, что психологи называют острой травмой утраты идентичности. За несколько часов он перестал быть президентом, главой государства, человеком, от слова которого зависели судьбы миллионов. Превратился в беженца, человека без страны, без должности, без будущего. Жена сидела рядом, молча держала его за руку, но слов не было, потому что можно сказать в момент, когда рушится все, во что верил 15 лет? Москва приняла его как политического изгнанника, дали убежище, обеспечили охрану, поселили в комфортабельной квартире. Но комфорт не заменяет власть. Первые недели Акаев проводил у телевизора, смотрел новости из Киргизии, видел, как новые люди садятся в его кресло, как делят его кабинеты, как переименовывают программы, которые он запускал. Видел, как о нем говорят бывшие соратники. И в их словах не было даже сожаления, только холодное перечисление его ошибок и преступлений. Один из журналистов, который встречался с Акаевым в Москве через месяц после побега, рассказывал. Он выглядел как человек, который постарел на 10 лет за месяц. Глаза потухшие, руки дрожат, говорит медленно, с паузами, как будто забывает слова. Родственники пытались поддерживать его, говорили, что время все расставит по местам, что история оценит его роль объективно, что он останется в памяти народа как реформатор и демократ. Но Акаев молчал, потому что знал правду. Народ запомнит его не как реформатора, а как беглеца. Не как демократа, а как коррупционера, чья семья разграбила страну. И самое страшное, он начал понимать, что Масалиев был прав. Тот вечер, та встреча, те слова, которые он отбросил как старческое брюзжание, оказались точным диагнозом болезни, которую он так и не смог вылечить. Физическое и психическое состояние Акаева в изгнании ухудшалось с каждым месяцем. Врачи отмечали прогрессирующую депрессию, устойчивую к лечению. Он отказывался от психотерапии, говорил, что проблема не в психике, а в реальности. И изменить реальность психотерапевт не может. Начал избегать встреч с другими киргизскими иммигрантами, потому что видел в их глазах либо жалость, либо скрытое злорадство. Отказывался от интервью, потому что любой вопрос журналиста возвращал его к тому дню, когда все рухнуло. Он стал затворником, человеком, который добровольно выбрал изоляцию. Те немногие, кто видел Акаева в последние годы, говорили, он выглядит как призрак самого себя. Тело есть, но жизни в нем нет. Один из немногих друзей рассказывал, он однажды сказал мне фразу,
которое объясняет все его состояние. Он сказал: «Я думал, что строю будущее, а оказалось, что разрушал настоящее, и ничего не построил взамен». Масалеев это понимал. Он пытался мне объяснить, но я не слушал, потому что считал его динозавром. А он видел то, чего не видел я. Теперь я вижу, но поздно. Это была исповедь человека, который наконец понял свою ошибку, но понял тогда, когда исправить уже ничего нельзя. Последние фотографии Акаева показывают глубокого старика с пустым взглядом. Ему уже под 80, но выглядит он на все 90. Лицо серое, осанка сгорбленная, движения медленные. Это не просто старость, это угасание человека, который потерял главное — смысл собственного существования. Власть была не просто работой для него, она была идентичностью. И когда эта идентичность исчезла, остался только пустой каркас тела. Масалеев умер в 2007 году, так и не дожив до момента, когда Акаев мог бы признать его правоту публично. Но даже если бы дожил, это признание ничего бы не изменило, потому что трагедия Акаева не в том, что он не послушал Масалеева, а в том, что, послушай он, все равно не смог бы изменить курс. Он был заложником своих убеждений, своего образования, своего мировоззрения. Интеллигент не может действовать как портократ, даже если понимает, что портократ был прав. Это противоречие между пониманием и способностью действовать сломало Акаева быстрее, чем сломила бы любая физическая болезнь. Спустя 15 лет после бегства Акаева из Киргизии, когда казалось, что эта история окончательно ушла в прошлое, появился человек, который все это время хранил молчание. Бывший помощник Абсамата Масалиева, тот, кто был рядом с ним в последние годы, слышал его мысли, видел его страдания, хранил его тайны. Впервые он согласился говорить перед камерами. Интервью записывали в небольшой квартире на окраине Бишкека, где этот свидетель живет в скромности и относительной безопасности. Пожилой мужчина долго молчал, отказывался от всех предложений журналистов, говорил, что не время, что еще живы люди, которым его слова могут навредить. Но сейчас, когда многие из участников той истории уже ушли из жизни или из политики, он решил, что правду нужно рассказать. Свидетель начал с того самого вечера, когда Масалеев вернулся после встречи с Акаевым в октябре 1990 года. Он был в кабинете, ждал шефа, потому что они должны были обсудить рабочие вопросы. Масалеев вошел, сел за стол, долго молчал, потом сказал фразу, которая запомнилась на всю жизнь. «Я только что передал страну человеку, который ее разрушит, и ничего не могу с этим сделать». Помощник спросил: «Почему вы так уверены?» Масалеев ответил: «Потому что я видел его глаза, когда говорил о реальных угрозах. И в этих глазах была не тревога, а снисходительность. Он думает, что я преувеличиваю, что пугаю, что играю в старые политические игры. Но я не играл. Я пытался спасти то, что еще можно спасти». Свидетель рассказал: в последующие годы Масалеев вел подробные записи о том, что происходит в стране. Не дневник, а скорее аналитические заметки, где он фиксировал события, анализировал решения Акаева, предсказывал последствия. Эти записи были похожи на вскрытие живого организма, когда врач видит болезнь изнутри, понимает, как она развивается, но не может остановить. К концу 90-х записей стало меньше, почерк стал неровным, фразы короче. Масалеев уставал не только физически, но и морально. Когда твои предсказания сбываются одно за другим, это не приносит удовлетворения. Это приносит боль. Потому что ты понимаешь, страна платит за то, что тебя не услышали. В 2003 году, когда стало очевидно, что режим Акаева трещит по швам, что коррупция вышла за все мыслимые пределы, что народное недовольство нарастает, Масалеев сказал своему помощнику: «Я не хочу дожить до момента, когда это все рухнет, потому что мне будет больно не за Акаева, он получит то, что заслужил. Мне будет больно за простых людей, которые снова заплатят за ошибки власти своими жизнями, судьбами, будущим». И действительно, Масалеев умер в 2007 году, через 2 года после Тюльпановой революции. Но он видел достаточно, чтобы понять: его пророчество сбылось полностью.
Свидетель достал из шкафа старую папку, в которой хранились те самые записи Масалеева. Пожелтевшие листы, исписанные твердым почерком. Журналистам разрешили сфотографировать несколько страниц. На одной из них, датированной 1998 годом, Масалеев написал: «Акаев окружил себя людьми, которые говорят ему то, что он хочет слышать, а не то, что нужно знать». Это классическая ошибка слабого правителя. Сильный правитель ищет тех, кто скажет ему неудобную правду. Слабый правитель изгоняет носителей неудобной правды и остается в окружении льстецов. Когда льстецы решат, что правитель им больше не нужен, они его продадут. Вопрос только во времени. На другой странице, датированной 2001 годом, коррупция в режиме Акаева превысила все мыслимые пределы. То, что при советской власти делалось тайно и с оглядкой, теперь делается открыто и нагло. Семья президента контролирует ключевые сектора экономики. Родственники занимают ключевые посты. Это не демократия, это клептократия с демократическим фасадом. Народ видит это, народ терпит, но терпение не бесконечно. Когда терпение кончится, революция будет кровавой. Еще одна запись, 2004 год. «Я вижу, как готовится смена власти. Не снизу, не народным восстанием, а сверху, руками тех, кто сейчас при власти. Они ждут удобного момента, чтобы сбросить Акаева и захватить все самим. Он этого не видит, потому что живет в иллюзии контроля. Но контроля давно нет. Есть только видимость контроля, которую ему создают те, кто готовит его свержение». Свидетель сказал: «Когда в марте 2005 года началась революция, я позвонил Абсамату Масалеевичу, хотя он уже был болен. Сказал: началось. Он ответил: я знаю, я вижу по телевизору. Именно так, как я и говорил, он убегает через туннель, а народ штурмует дворец. Я спросил: вам жаль его? Он помолчал, потом сказал: мне жаль страну, потому что после него придут не лучшие, а другие, такие же, а может и хуже. Потому что система не изменилась. Изменились только лица, а система, которая порождает коррупцию, осталась». И Масалеев оказался прав в этом тоже. После Акаева пришли новые лидеры с новыми лозунгами, но коррупция не уменьшилась, клановость не исчезла, бедность не сократилась. Через 5 лет случилась еще одна революция, потом межэтнические столкновения, потом новые конфликты. Киргизия так и не стала той демократической страной, о которой мечтал Акаев. Она осталась тем, чем была всегда — ареной борьбы кланов за власть и ресурсы, где простые люди всегда оказываются заложниками чужих амбиций. Свидетель закрыл папку с записями, посмотрел в камеру и сказал: «Абсамат Масалеевич говорил мне перед смертью, что его главная ошибка была в том, что он пытался предупредить одного человека, вместо того, чтобы предупредить весь народ. Но если бы он предупредил народ, его бы не услышали, потому что народ тогда верил в Акаева, верил в перемены, верил в демократию. Только через 15 лет, когда надежды рухнули, народ понял, что старый партиец был прав. Но поздно. История не знает сослагательного наклонения. Интервью закончилось тишиной. Свидетель устало откинулся на спинку стула. За окном шумел вечерний Бишкек. Город, который видел 3 революции, десятки правительств, сотни обещаний, но так и не научился главному — слушать тех, кто знает, как работает власть. Может ли этот рассказ что-то изменить сегодня? Может ли опыт Масалеева и трагедия Акаева стать роком для нынешних и будущих лидеров? Или каждое поколение обречено повторять одни и те же ошибки, потому что мудрость не передается словами, а только опытом? А опыт приходит тогда, когда исправлять уже поздно. Абсамат Масалеев умер 9 февраля 2007 года в возрасте 73 лет. Похороны были скромными, без государственных почестей, без речей высокопоставленных чиновников. Пришла семья, несколько старых товарищей по партийной работе, люди из его бывшего окружения. Новая власть не считала нужным отдавать дань уважения человеку, который олицетворял советскую эпоху. Его жена пережила его на 5 лет. Дети разъехались по разным странам, внуки выросли за границей и почти не говорят по-киргизски. Семья Масалеева растворилась в обычной жизни, не оставив заметного следа в истории республики.
Аскар Акаев до сих пор живет в Москве. Ему уже под 80, здоровье слабое, выходит из дома редко. Официально он профессор, читает редкие лекции, публикует статьи в научных журналах. В Киргизию не возвращается, опасаясь уголовного преследования. Его дети живут на Западе, владеют недвижимостью в нескольких странах, ведут жизнь обеспеченных людей, происхождение капиталов которых не афишируется. Жена Акаева изредка дает интервью, в которых защищает мужа, называет его жертвой политических интриг, обвиняет оппозицию в разрушении страны. Но эти интервью мало кто читает, потому что история уже вынесла свой приговор. Те люди, которые организовали свержение Акаева, кто финансировал революцию, кто дергал за ниточки в марте 2005 года, эти люди получили свою долю власти и богатства. Некоторые стали министрами в новом правительстве. Некоторые остались в тени, но контролируют ключевые активы. Кто-то из них уже ушел из жизни естественной смертью или в результате внутренних разборок. Кто-то до сих пор влияет на политику республики, хотя формально не занимает никаких постов. Система, о которой предупреждал Масалиев, система, где власть принадлежит тем, кто контролирует деньги и связи, эта система жива и процветает. А что стало со страной? Киргизия пережила 3 революции за 15 лет. Экономика так и не восстановилась до уровня советских времен. Больше миллиона граждан уехали на заработки в Россию и Казахстан, отправляя деньги семьям на родину. Коррупция по всем рейтингам остается одной из самых высоких в регионе. Клановые противоречия между севером и югом никуда не делись. Политическая система нестабильна, президенты меняются, но проблемы остаются. Демократия, о которой мечтал Акаев, так и не построена. Стабильность, которую поддерживал Масалиев, разрушена. Страна застряла между прошлым и будущим, не имея сил двигаться вперед и не желая возвращаться назад. Пророчество Масалиева сбылось полностью, но это не принесло никому облегчения. Правота без возможности изменить ситуацию — самая горькая правота. Предупреждение, которое не было услышано, стало эпитафией целой эпохи. Разговор, который должен был остаться тайной между двумя политиками, превратился в символ разрыва между опытом и амбициями, между реализмом и идеализмом, между прошлым и будущим. Но главный вопрос остается открытым и по сей день. В архивах Комитета национальной безопасности когда-то хранилось досье «Преемник 90», которое содержало полную расшифровку того разговора, имена людей, которых называл Масалиев, механизмы, которые он предсказал. Это досье уничтожили во время революции. Или нет? Существует версия, что один из архивариусов сделал копию и спрятал ее, понимая историческую ценность документа. Если эта копия существует, если когда-нибудь она всплывет, мы узнаем полную правду о том, что именно говорил Масалиев, кого именно он называл, какие именно механизмы предсказал. И тогда встанет еще более страшный вопрос. Если предупреждение было настолько точным, если Масалиев назвал имена и сроки, почему никто ничего не сделал? Почему те, кто знал о существовании досье, не использовали эту информацию для предотвращения катастрофы? Кому было выгодно, чтобы пророчество Масалиева сбылось? И кто гарантирует, что те же силы не повторят этот сценарий снова? В другой стране, с другими лицами, но по тому же сценарию.